Сегодня четверг, и, как всегда, в прямом эфире городского телевидения программа «Крупным планом». И я ее ведущая Лиана Кириллова. Здравствуйте! С 1 сентября во всех почтовых отделениях республики началась подписная кампания на периодические издания на первое полугодие 2018 года. Как известно, самый надежный и доступный способ вовремя получить любимое издание – это оформить подписку. Ведь как бы ни развивались интернет, телевидение и радио, всегда приятно с утра открыть свеженапечатанный номер газеты и ознакомиться с последними новостями. Поэтому сегодня гость в нашей студии – старший инструктор отдела подписки Сибайского почтамта Ксения Владимировна Байкова. Добрый вечер, Ксения Владимировна. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, сегодня мы поговорим о подписной кампании. Вы можете звонить к нам в студию по телефонам прямого эфира 5 14 95, 8 927 303 43 43 и писать сообщения в Вайбере и WhatsApp на номер, который я уже озвучила выше. Ксения Владимировна, началась очередная подписная кампания. Расскажите, как она проходит в нашем городе, на газету и журналы в целом и на местную прессу в частности. На сегодняшний день уже подписано 30% жителей. Это и организации, и частные лица. частные лица. Но если сравнить с прошлыми годами, то есть на уровне подписная кампания остается, или мы пока не дотягиваем, или на том же уровне? Уже несколько лет наш почтамт в тиражи на одном и том же уровне. Ясно. А какие журналы и газеты пользуются популярностью? То есть в основном российские выписывают, республиканские, или все-таки местная пресса пользуется большей популярностью? Наверное, поровну. Из республиканских популярные такие издания, как «Башкортостан», «Республика Башкортостан», «Комсомольская правда». И такие издания, как «Аргументы и факты», «Тысяча советов», «Моя прекрасная дача», «Здоровый образ жизни». Вот это основные издания, которые пользуются популярностью. Аргументы и факты – это республиканская или российская? Аргументы и факты – это российская, «Комсомольская правда» – это республиканская. А как обстоят дела с подпиской на местную прессу? Местная пресса «Атайсал». Сибайский рабочий. Подписываются? Да, местная. Очень много подписывается на местные издания «Атайсал» и Сибайский рабочий. А как вы считаете, по опыту вашей работы, чаще подписываются частные лица или организации? Кто большую активность проявляет? Если примерно 30% это организации, а 70% это частные лица. Не подскажете, вы ведете статистику? Нет, это молодежь в основном подписывается или все-таки люди старшего возраста? Потому что говорят же сейчас, что молодежь в основном предпочитает уже все новости узнавать из интернета с помощью социальных сетей, различных информационных порталов. И газеты, наверное, чаще всего сегодня читают люди более старшего возраста, которые к этому уже привыкли. Наверное, я с вами соглашусь. В основном бабушки, дедушки, да? Не только. Работающее население. И бабушки, дедушки тоже. А какие инструменты привлечения подписчиков вы считаете наиболее действенными, наиболее популярными? В частности, по вашей линии, какие вы применяете? Может быть, акции какие-то проводите? Мы проводим в отделениях дни подписчика, где жители могут ознакомиться с образцами изданий и выбрать что-то себе по душе. А также с 5 по 15 октября Почта России провела всероссийскую декаду подписки, в ходе которой жители города могли оформить подписку по льготным ценам. Также с 1 по 10 декабря будет вторая декада, и мы приглашаем жителей города оформить подписку по льготным ценам. Это 5% на центральные издания и 10% на республиканские. Сейчас вашему вниманию, уважаемые телезрители, мы предлагаем небольшой сюжет. Сегодня День подписчика проходил в основной городской газете «Сибайский рабочий». Кстати, в этом году газета отметила свой 60-летний юбилей. И сейчас вашему вниманию мы предлагаем сюжет. Внимание на экран. 60 лет печатное периодическое издание «Сибайский рабочий» является одним из актуальных источников информации для населения нашего города. В рамках подписной кампании на грядущий 2018 год в Сибайском информационном центре запланированы акции и розыгрыши среди постоянных и новых подписчиков.
В данный период у нас проходит акция «Счастливое авто». Для участия необходимо подписаться, вернее, оформить подписку на Сибайский рабочий на 1 год. Затем получают специальную наклейку те, кто подписался. И нужно будет разместить эту наклейку на заднем стекле автомобиля и подъехать 30 ноября. Время конкретное и место будет в объявлении в газете. Нужно будет подъехать на автомобиле и участвовать в розыгрыше призов. У нас еще сегодня день подписчика. Любой подписавшийся, оформивший подписку на полгода или на год, он получает подарок. Все получают подарок. Вот у нас сегодня 9 ноября. Это день подписчика проходит. Следующий день подписчика у нас планируется 23 ноября. Современные читатели предпочитают электронный вид средств массовой информации печатным изданиям. Но, несмотря на это, популярность городской газеты ничуть не уступает им. Только проверенная, актуальная и эксклюзивная информация находит свое отражение на газетных листах Сибайского рабочего. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина. Специально для программы «Крупным планом». 1 полугодия 2018 года. Если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю, это старший инструктор отдела подписки Сибайского почтамта Ксения Владимировна Байкова, вы можете звонить нам по телефону 5 14 95 или писать сообщение в Вайбере и WhatsApp на телефон 8 927 303 43 43. Все, что касается подписки, доставки газет, льгот, может быть, на какие-то издания и так далее. Сейчас мы посмотрели сюжет о газете «Сибайский рабочий». Вот они, у них, я так насколько знаю, это частая практика, это они дарят призы своим подписчикам. Они и в момент подписки дарят, да, и там раз в полугодие, по-моему, проводят различные такие акции, кампании. Как вот вы считаете, насколько, наверное, оправданы такие вот призовые подписки и насколько они эффективны? Я думаю, что акции очень эффективны. Это очень стимулирует подписчиков. Мы тоже проводим во время Дня подписчика, мы дарим подарки, различные акции. Это очень эффективно. А День подписчика у вас как часто проходит? Ну, у нас в городе 9 отделений, и в месяц, наверное, 2-3 дня подписчика мы проводим. Угу. А существуют ли у вас какие-то льготы для подписчиков? То есть, может быть, там для многодетных семей, для ветеранов, для инвалидов? Да, у нас есть льгота для ветеранов Великой Отечественной войны. Для них на некоторые издания предусмотрена льгота 3 и принимаем по сниженной цене. Ну, более подробно, в любом случае, если что, можно к вам обратиться и Да. более подробную информацию узнать. У нас начали поступать вопросы. Людмила Ивановна интересуется, хотела бы устроиться почтальоном. Какие требования и есть ли места свободные? Штат почтальонов укомплектован полностью. То есть на сегодняшний день? Вакансий нет. Ну а так вот на будущее, если, допустим, можно ли там прийти, подать Да, резюме, встать в да, резерв? можно принести резюме. Почтамт находится по улице Закива-Лиди, 44, в отдел кадров. Оставить свое резюме, конечно же, можно. А какие требования предъявляются? Есть ли какие-то возрастные ограничения? Ну, я не могу сейчас этого сказать, это инспектор отдела кадров вам подскажет. Но я думаю, что резюме принести, оставить может каждый. Телезритель Данил интересуется, могу ли я получить заказ на почте за жену по ее паспорту? Ну, если только у него есть доверенность. Без доверенности никак? Нет. Ну, допустим, если там вот жена куда-то уехала или там в больнице лежит, то есть дождаться, пока выйдет, и только так? Ну да. Хорошо. Либо по доверенности. Азнабаева задает вопрос. Хотелось бы, чтобы в местной газете была обратная связь, как это было раньше. Тогда и подписчиков было бы больше. Пожелания побольше острых вопросов на полосах. Так, но это был не вопрос, а пожелание к местной прессе. Спасибо за него. Светлана задает вопрос. Существуют ли в почтовых отделениях города какие-либо электронные сервисы, которые позволяют осуществить подписку на газеты и журналы, не выходя из дома? Да, это все действует на почта-россии.ру. Может каждый подписаться на любое издание. Не выходя из дома? Да, конечно.
Это один из вариантов. Второй вариант – прийти непосредственно к вам. В отделение, да, в любое отделение. У нас по городу 9 отделений. Может обратиться в любое отделение и оформить подписку на любое понравившееся ему издание. Ну, вот, кстати, раз уж мы об этом заговорили, что касается каталога изданий, насколько много там представлено печатных изданий и от подписной компании к подписной компании пополняется ли этот каталог новыми изданиями? Да, каталог пополняется, обновляется. Изданий очень много на различные темы. Это и кухня, огород, любая тема, очень много интересного. Во всех отделениях каталоги предоставлены. Любой желающий может обратиться. Ну вот вопрос еще один повторяется. На какие издания больше всего подписываются горожане? Ну, уже Основные мы перечислили, да? Да, да. Ксения Владимировна, несколько лет Почта России проводит благотворительную акцию, которая называется «Дерево добра», в ходе которой граждане, общественные деятели, успешные предприятия помогают подписаться на любимые издания социально уязвимым слоям населения, то есть это там различные детские приюты, да, может быть какие-то малоимущие семьи и так далее. А наш город в этой акции участие принимает? Да, наш город участвует. Частные предприниматели оформляют подписку на приют, на общество ветеранов. И любой желающий может обратиться и оформить подписку на благотворительную подписку. Заявки вы принимаете, ну, допустим, если по прошлому году можете сказать, у нас много ли было таких, кто оформлял подписку для кого-то, а не для себя? Ну, количество точно я вам сейчас не назову, но да, есть. Вот на наш Сибайский приют оформляют детские издания и на общество ветеранов. Про интернет мы уже сказали, да? Там для этого какие-то данные конкретно нужны или там без паспортных данных это все? Нет, там без паспортных данных. Единственное, вот карта оплаты сразу в интернете оплачивают, и подписка оформлена. Вообще, если брать статистику в целом по стране, то ежегодно все-таки подписные тиражи по стране падают. У нас вот в Сибай из года в год какая тенденция идет? Какое-то снижение произошло, допустим, за последние лет 5? На протяжении нескольких лет уровень подписки в нашем городе сохраняется. Ну, нет, я не могу сказать, что снижается. То есть, в принципе, нам удается удерживать да, планку на уровне. Большое спасибо, уважаемые телезрители. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о подписной кампании. Если у вас есть какие-то вопросы по подписке, по доставке и так далее, звоните нам по телефону 5 14 95 или пишите 8 927 303 43 43. Ну а сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой встретимся снова. Мы работаем в прямом эфире, и пока шла реклама, к нам поступил еще один вопрос от имени ветеранов труда. Какие льготы имеют ветераны труда и бывшие работники почтамта, отработавшие долгое время в отрасли в части подписки на издание? Основная льгота – это для ветеранов Великой Отечественной войны. Но если клиент обратится со всеми документами, то индивидуально, я думаю, что можно оформить льготную подписку. А вообще для льготной подписки вот мы предоставляем именно декаду. И тогда будет предоставлена льгота, сниженная цена. А вот, кстати, как узнать, когда проходит, ну, конкретные декады, вот вы сказали, с 5 по 15 декабря? С 1 по 10 будет. С 5 по 15 октября уже прошла декада, и вот вторая декада будет с 1 по 10.
с 1 по 10 декабря. Да. А вот, ну это вы сейчас, ладно, информацию в нашем эфире озвучивали, а так вот в остальное время горожане как могут узнавать о том, когда есть какие-то льготные дни для подписки? Ну, во-первых, это местные издания, Атайсал и Сибайский рабочий, они на своих страницах публикуют о том, что началась такая декада. Ну и в отделениях там и плакаты, и почтальоны проинформируют, и каждый сотрудник информирует о том, что началась такая вот декада. Но не секрет, что увеличению подписных тиражей во многом могут поспособствовать почтальоны, которые непосредственно контактируют с населением. Ну, например, приносят бабушке пенсию, да, и помогают оформить подписку. Вот вы уже сказали, да, что штат почтальонов укомплектован, но вот для них применяются ли меры какого-то материального вознаграждения за показатели подписки? Как вы их стимулируете? Да, за прием подписки почтальонам и операторам дополнительно к заработной плате добавляется 4% от принятой ими подписки. Поэтому почтальоны и операторы непосредственно заинтересованы в количестве принятой подписки. Ну, сейчас, наверное, задам, пожалуй, один из самых актуальных вопросов. Это вопрос по доставке печатных изданий, потому что сибайцы порой жалуются на то, что не вовремя получают газеты, иногда они даже и вовсе теряются. Почему это происходит и какие меры вы принимаете для повышения качества доставки? Сроки поступления издания зависят от поставщиков, то есть от редакций, которые нам их сюда поставляют. И как издание поступило, мы стараемся в тот же день это издание отсортировать и доставить подписчикам как можно скорее. Но основной причиной того, что издание доходит до подписчика не вовремя, является отсутствие или некачественное состояние почтовых ящиков. Если при поступлении обращений в почтамт мы проводим тщательное расследование и устраняем все причины, по которой издание было не доставлено. Но если, допустим, отсутствует почтовый ящик, почтальон в таком случае что, пытается достучаться до дома или приходится газету уносить или оставлять соседям, или как это происходит? Почтальон пытается и достучаться, почтальон уносит ему назад в отделение, и да, тогда клиенту приходится либо позвонить и выяснить, где его издание. И там уже в конкретном случае либо снова почтальон принесет, либо клиент придет и заберет его в отделение. Только что поступил вопрос, кто отвечает за опорный почтовый ящик, который висит на доме по адресу Горняков, 30. Его нужно привести в надлежащий вид, либо вообще снять. Ну, по конкретному случаю я предлагаю обратиться прямо к нам в почтамт по номеру 58262, и мы проведем расследование, выясним и решим эту проблему. Но так вообще за состоянием ящиков вы следите или какая-то служба конкретная? Ну, почта за состоянием почтовых ящиков не следит. Но они были очень востребованы раньше, да, когда мы писали все письма от руки, отправляли. Сейчас есть социальные сети, есть интернет, и, наверное, это уже по большому счету кануло в лето. Но тем не менее, вот пользуются еще все-таки, есть там почтовая корреспонденция в этих ящиках? Можете сказать? Бывает. Но это в основном, наверное, уже не такие письма, какие-то. В основном, конечно, ведомственные. обращения все, да. По телефону там очень мало обращений. Но вот по доставке, если все-таки должна была прийти газеты нету, что делать? Ну, во-первых, нужно позвонить в службу доставки. Сейчас я вам скажу. Если эта газета должна была доставлена в город, то служба доставки 59305. Если это частный сектор, то 58794. Если там не смогли помочь, тогда нужно обратиться в отдел подписки 58262, и тогда мы точно выясним, разберемся и найдем. Но вот, у почтальонов каких-то сложностей не возникает по доставке печатных изданий в частный сектор? Потому что одно время жаловались, да, на то, что собаки кусаются не на привязи. Вот какое-то пожелание, может быть, в связи с этим горожанам есть? Ну да, такие случаи есть, конечно. Хотелось бы, чтобы жители следили за своими животными, чтобы у почтальона не было проблем, чтобы доставить ему издание. Да, потому что, я думаю, у них не такая простая работа ходить с этой
котомкой, в которой много-много газет. Это, во-первых, и физически, наверное, не так легко, плюс подниматься на этажи, идти куда-то в частный сектор. Если тебя еще где-то по пути встречает собака, то, наверное, рабочий день уже сложится не очень успешно. Поэтому, уважаемые жители, пользуясь случаем, мы хотим к вам обратиться. Следите за своими собаками и дайте спокойно работать нашим почтальонам. Что касается тарифов на перевозку и доставку печатных изданий, приближается подписная кампания 2018 года, точнее она уже идет, скоро наступит этот год. Тарифы будут повышаться или нет? По последней информации, повышения в ближайшее время не ожидается. То есть все остается на уровне? Пока да. Еще один вопрос поступил. Несколько лет подряд подписывалась на газету «Бонус», а с этого года подписаться не получилось. Как это можно сделать, если сейчас на нее подписка? Ну, я вам предлагаю позвонить в отдел подписки завтра, 58262, и конкретно по этому изданию мы выясним, обратимся в редакцию, выясним, почему сейчас это невозможно. А если возможно, то да, оформим подписку. Ну, буквально даже уже меньше 2 месяцев осталось до наступления Нового года. И акция, которую всегда проводила Почта России, это письмо Деду Морозу. Вот расскажите, пожалуйста, в чем вообще заключается эта акция и будете ли вы ее проводить в нынешнем году? Акция планируется проводить, будем ее проводить. Каждый житель может обратиться в отделение, заказать поздравления ребенку, по каталогу Почта Маркет выбрать либо подарок, либо открытка, текст, и его ребенка, либо близкого поздравят с Новым годом. То есть это будет прям на дом поздравления или как? Есть и на дом, есть и до почтового ящика. Ксения Владимировна, ну вы сказали, что штат почтальонов укомплектован. Сейчас принесли вопрос, когда будет почтальон в поселке Дом Рыбака 2? Туда вы разносите почтовую корреспонденцию или нет пока? Дом Рыбака 2? Да. Да, это частный сектор, там есть почтальон, туда разносят. Но здесь вот задали вопрос, когда будет почтальон. Видимо, все-таки до кого-то газета не доходит. Это опять позвонить в отдел подписки и уже уточнить. Ну да, либо позвонить именно на службу доставки частного сектора. Еще раз телефон напомните, пожалуйста, потому что, может быть, не все успели записать. Частный сектор 58794, город это 59305. Большое спасибо за беседу. Время нашего эфира уже потихоньку подошло к концу. Но, в принципе, я думаю, что все основные вопросы по подписной кампании на предстоящий 2018 год, на первое полугодие, мы с вами успели обсудить. Ну и в завершении, может быть, вы хотели сказать пару слов нашим телезрителям. Какие пожелания у вас будут? Я приглашаю жителей нашего города в отделение почтовой связи для оформления подписки для себя и своих близких. Ну и я думаю, что не стоит забывать о том, что скоро будет декада, когда можно будет подписаться по льготной цене с 5 по 10 декабря. Да. Думаю, это тоже хороший шанс для тех, кто хочет не только подписаться на любимые издания, но и немного остаться в выигрыше, получив определенную скидку. На сегодня все, уважаемые телезрители. Увидимся с вами в следующий четверг. Всего вам доброго и до свидания.